Добрый день, дорогие друзья! Продолжается наш российский турнир по стоклеточным шашкам в памяти заслуженного тренера России Качкина Николая Николаевича. Так, мы с сыном Андреем сыграли в 4-м туре. Сейчас посмотрим партию. Сын играет белыми, я сыграл черными. Выбрал дебют. Тридцать 34-30. Вот интересный, мне показалось, потому что если белые сразу меняются, то я планировал сыграть 20-24, контролирую поле 24, и так как флангушка ослаблен, буду играть на этом фланге. Планировал играть, поэтому сначала 34-30 сыграл, да? Я тут выбирал между ходами 14-19 и 13-19. 14-19, нападет. Такого полезного, хорошего темпа нет. Меняюсь. Игра могла продолжаться в таком русле. Я выбрал другой вариант. 13 ходом, 13-19. Все 13. 28. Если 50-44, то, наверное, 20-24. И после разменов будем играть такую классическую позицию. Игра примерно равная позиция. Поменяется. Тут тоже выбирал между ходом 20-24 и 17-22. Ну да, я остановился на выборе 20-24. Белые не захотели играть классические позиции и напали 34-29. Тут игра после разменов. Позиция упростилась. Можно было и 19-24, наверное, но я решил вывести старую шашку. 15-20. Побил на 21. Тут белые пошли в атаку. Поставили тычок. Я думаю, он не особо сильный такой страшный, так как отсутствует шашка бортовая и свободная игра на правом фланге. Е14. Такой ход профилактический. Чтобы в какой-то момент на такие ходы была возможность поменяться и изолировать шашку 24. Вот 49-44. Ход мне был непонятен, может, он сам скажет идею хода. Ждать просто ждал действия. Как-то шашка
может быть важное. Я так думаю. Так как я играю на этом фланге, в будущем, возможно, будет постановка рожна или кола, или 49 может понадобиться. 32, 28. 9. Сейчас размена нет из-за ударчика, поэтому скрываю поле 16. Тоже такой интересный ход, наверное. Идея в том, что если я поменяюсь, то он тоже меняется и уже захватывает центр. И после этого хода образовалась висячая шашка на 41. Пока не работающие шашки 45-40. И фланг, возможно, в будущем можно... Ну, такое представление у меня было в позиции. Ну, я поменялся 17-22, я считал еще по 18-23, потому что размена нет из-за удара. Ровно. Потом поровну, да? Ладно. 22. Правильно, значит, поменялся. 28, 7, 12. И не даю хода 34, 29. 39, 33. Сыграл 21, 27. Если поменяться... Двойной размен. Да. Двойной размен. А, нет, может. Так. Тут, если сразу меняться, то есть ход 36-31. Если тут 39-33, я планировал играть 21-27 и на размен 8-12 или 7-11. Ну, не давая ходу 41-37 из-за удара, прорыва. И, может, успею колонну построить и атаковать фланг. Но вместо 39-33 есть ход 36-31 с угрозой. 36-31. Да, была такая возможность, но мне показалось, что будет много тактики из-за открытых полей и ввиду лишней шашки. И я думаю, до прорыва еще далеко, там пока шашку отыграю, какие-нибудь тактики там будут. Поэтому сыграл 7-12. Больше 39-33. Ну, сейчас размена уже нет из-за двойного размена. 21-27. Нападения нет. Так что можно захватить поле. 45-40, 12-17. 37, я захватываю поле 20. 23. Компьютер показывает минимальное преимущество у черных, но в условиях цейтнота тут человеку сложно, наверное, разобраться во всем. Контроль 45 плюс 30 такой. Да, тут
9 было, да? Вот компьютер пишет, что вот ошибочный. 8-12. Ну, белые собирались нападать. Я хожу 8-12, чтобы на нападение было большинство. И белые не могут идти в дамки из-за удара по затылку. Сорок 35. 13-18. Ну тут, да, был вариант с ходом 34-30. Белые сыграли 24-20. 17-22. 43. Ход. Это проигрыш. Еще что же проигрышное. Я тут поставил ловушку. Если белый попытается напасть и поменяться назад, либо 39-33, то провести удар такой симпатичный. Надо бить большинство. И можно 10-14, можно 9-14. С выигрышем. Сен это заметил и сыграл 48-43. 12-17. 34-29. Вот. Я напал, и Асен уже второй удар не заметил и попался на лоб. Так закончилась наша партия. Если даже не попадаться на удар, то я планировал поменяться. И позиция белых требует хорошей защиты. Потому что нет хода 33-28 из-за разменов. И 4-4 там сложная позиция. Одна шашка держит две шашки. Тут еще шашка. Она... Ну, еще гружу так. А если так, то 18-22, не давая таких ходов. И, возможно, 26-31. Ну, может, здесь еще где-то посильнее. Есть что-то добавить? Ничего. Ну, у нас впереди еще 2 тура сегодня. Спасибо всем за внимание.